вот я, знаете, хочу вас спросить, какое место, то есть какое место в вашей жизни занимают стихи? Сереженька, я извиняюсь, что так фамильярно с тобой общаться хочу. Ты знаешь, вот, наверное, надо самый-самый-самый ранний период жизни немножечко осветить своим воспоминанием. Я родился в такой маленьком поселочке, всего в несколько дворов на берегу реки Чулым. Это Балахта Красноярского края. Село, районный центр. Но мы жили там как бы вот на каком-то островке таком особом среди природы. И самое главное, что у меня первым моим другом большим в детстве был Чулым, это река, это вода. И вот вода, она для меня стала, поскольку у меня не было отца, и в семье были некоторые проблемы с моим там рождением, что я вроде бы не от того отца. И вот это все заставляло меня, наверное, с очень раннего возраста активно общаться с природой. Лес, вода, небо, солнце. Все это как-то находило отклик особый какой-то в моей душе, потому что душа была немножечко уже ранима окружающей средой моей, я имею в виду людей, близких мне. И поэтому я находил какое-то вот сочувствие, понимание, как это ни странно, может быть, звучит, вот в общении с природой. И я помню, как еще в 3-м где-то классе, но тут, наверное, вот к природе еще добавило мне какие-то новые понятия, новые ощущения музыки, слова, какой-то особой краски какие-то в слове. Помогла открыть учитель словесности. Она закончила еще в свое время царскую гимназию, где-то там на Западе. И у нас приехала к нам и преподавала. Вообще божественный, конечно, учитель. Она так умела подать свой предмет, эту науку, науку о слове, науку о художественном слове, что мы завороженные ребятишки вообще внимали ей. И, наверное, вот это все ее призыв как бы понимать музыку слова, понимать его какую-то особенную, глубинную суть, божественную, наверное, идет вот оттуда, от этого учителя и от природы. Вот это когда все во мне соединилось, и я уже где-то в классе 3-м стал писать какие-то корявенькие стихи. Но поскольку это был период, ранний период после окончания Великой Отечественной войны, то моими героями, прежде всего, вот этих стихотворений были Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, чуть позднее там Олег Кошевой, вот эта вся молодая гвардия, молодогвардейцы, ну и еще, может быть, чуть пораньше там Павка Корчагин, произведение Островского «Как закалялась сталь». Чуть еще позднее я прочитал Томмазо Кампанеллы книгу «Город солнца». Вот не знаю почему, но на меня тоже исключительное какое-то впечатление произвела. И вот учитель, поскольку она привела очень большую любовь, просто страсть к чтению книг, я стал активно посещать библиотеку в раннем возрасте, школьную, районную. И поскольку у меня мама много читала, брат старший был вообще одно время признан даже лучшим книгачеем села Балахты. Они брали эти книги, я это читал, сам брал в библиотеках. И вот в раннем очень детстве, в юности я очень много читал книг. А книги, там же, вот, ты правильно говоришь, что ты сам познал
что такое слово, что такое поэзия, что такое вообще литература большая, настоящая, через книги, через знакомство с творчеством больших наших художников слова. Вот так же и мне, наверное, несмотря на то, что я жил в такой глухомании вроде бы, отделенный от какой-то особой там цивилизации, но вот благодаря все-таки книгам и учителю, и природе, я не знаю почему, но я стал писать стихи. Я их никому не показывал. Они, естественно, с точки зрения моего понимания техники сложения стихов и сути стихов, они очень были примитивны, но тем не менее они помогали мне выражать мои чувства, мое отношение к жизни, к природе, к девушке, к женщине, к матери, ко всему. К животным, я очень любил животных и общался тоже с ними, и птичек, там, скворечники и все остальное. Вот это проникновение в мир природы с помощью художественного слова стало для меня какой-то органической такой потребностью. И я помню очень хорошо, когда стал потом после этих стихов своих корявеньких, стал писать и изложения. И вот помню, это же учитель стала мои изложения зачитывать всему классу. Я не понимал, конечно, что у них какие достоинства, но она что-то находила, меня как-то к этому тоже поощряла. И вот в раннем периоде, в моем детстве, юности, как я уже сказал, вот проявилась потребность заниматься творчеством. Хотя это было все неосознанно, и я сам не знаю даже, почему я это делал. Кстати, получается, вот вы начинали с младших классов, по сути, писать стихи. И как часто вы это делали? Я делал это, к сожалению, теперь я уже понимаю, это не очень часто. Но я это делал тогда, когда вот какая-то прочитанная мною книга или какое-то явление природы, когда оно вызывало вот восторг или удивление, и мне хотелось выразить это потом как-то по-своему, своими словами. Чуть позднее мы вот собирались, ребята, ну, вечерами хулиганами, конечно, были, такой был период послевоенный. Мы, ну, хулиганили как? Например, собирались там по 7-8 человек, и, извиняюсь, конечно, мне стыдно до сих пор, но мы по огороду... Огурцы харьковали, как все. Харьковали, как тогда говорили, да. Но мы почему-то огурцами не занимались, мы в основном занимались семечками. И, кстати, еще мака. Мака у нас тогда очень много выращивали. Мы же тогда не понимали, что мак — это какая-то культура близко к наркотикам. И мы, кстати, от этого мака не пьянели, ничего с нами не случалось, но мы его любили, он же вкусный был. Нормальный продукт. Да, тем более мы всегда были голодные, и поэтому с удовольствием потребляли все, что в огороде там росло, но в первую очередь семечки. И вот мы этих семечек наберем, сядем где-нибудь или ля-ля-ля тополя, ну, там балагурим. И когда заканчивалось это балагурство, где-то в компании, я почему-то всегда еще, хотя это, как правило, заканчивалось в 2-3 часа ночи, я после этого уходил, мост у нас там был деревянный через Чулым, и вот на этом мосту я начинал общаться с космосом. Вот я любил разговаривать со звездами. Иногда меня там кто-то, если вдруг из старших это заставал, ко мне подходили, пальцем у виска крутили. В буквальном смысле как-то вслух проговаривали слова? И проговаривали: ты что, мальчишка, здесь куку, что ли? Я говорю: да вот, что захотелось попеть, захотелось поговорить, вот, выразить какие-то свои эмоции, чувства. И это тоже были, наверное, мои стихи, но нигде я их не записывал. Но вот я свои впечатления, опять же, о жизни, вот каким-то образом вот таким выговаривал, выпивал, пел. Ну, вот стихи уже чуть позднее я стал писать девчонкам. Ясно. Да, девчонкам стал писать. Но опять же, это был примитив, конечно. Это был примитив с точки зрения ну, всех требований, которые предъявляются к настоящим стихам. Но тем не менее, я это совершал. Но потом наступил период в моей жизни,
И как-то я очень редко совсем стал писать, потому что я увлекся спортом. И спорту я отдал очень много не лет, а даже десятилетий своей жизни. На профессиональном почти уровне занимался. И чем вот это? А? Какой вид спорта? У меня был от гимнастики до тяжелой атлетики, но чемпионом я был всяким разным там, ну не очень там высокого уровня, был чемпионом Красноярского края, Сибири, Казахстана, вот, по легкой атлетике, да. Но как раз вот спорт, опять же, помог мне вернуться на такую творческую, поэтическую стезю. Что произошло? Однажды в городе Алмате, нет, в городе Ташкенте, на среднеазиатских играх я на разминке метнул диск, я многоборьем занимался, но в частности вот метнул диск, и этот диск сбил там очень многие флажки, которые означали рекорды. На разминке, не во время зачетных попыток. Ко мне подбежали журналисты, там, давай меня фотографировать, снимать, интервью брать. И настолько меня взволновали, что я не смог уже потом, когда начались соревнования, не только повторить, но даже близко к своему результату, который я показал на разминке. И я не попал даже в призеры, хотя мой тот результат, который я показал на разминке, он превосходил значительно всех тех, кто стал там чемпионом и призерами. И вот это потрясение какое-то такое психологическое, настолько сильное произвело на меня впечатление, что я после этого задумался, а что спорт – это все в моей жизни, это главное в моей жизни. И вот когда я поехал сюда, в Сибирь, на каникулы, вдруг однажды, когда я увидел наши сибирские березки, уже подъезжая вот сюда, к нашим родным краям, вот свою природу, что-то меня скинуло с полки, и я сел и написал какое-то такое, ну, очень для меня, конечно, дорогое, потому что оно было после долгого перерыва стихотворением. И с тех пор я стал чаще ходить в библиотеки, читать книги об искусстве, стал интересоваться музыкой, творчеством художников, композиторов. И стал снова очень активно читать стихи, ой, не только стихи, вообще литературу, да? Сколько вам было лет вот на этот момент? В этот период мне было 19 лет. Это вот было мое возвращение к творчеству. И с этих пор я стал уже более сознательно, осознанно что-то писать. И тут еще посчастливилось, когда я уехал, скучал очень о Сибири, закончил первый курс там в Алмате института, вернулся в Красноярск, пединститут, и здесь мне посчастливилось встретить много интересных творческих людей, я имею в виду из числа писателей, я подружился. В частности, я работал, меня пригласили, ну, я писал о спорте, меня пригласили в газету «Красноярский комсомолец». Я еще учился в институте, но на штатную должность. И там я познакомился с замечательным нашим русским писателем Валентином Распутиным. Это классик нашей литературы. Вот. И почему-то он на меня обратил внимание, хотя мы с ним были практически одногодки, но он раньше пришел в журналистику и уже считался маститым таким авторитетным журналистом, и он взял надо мной шефство, а я только пришел в газету. И мы с ним подружились, на обед уходили к нему в технологический институт, он жил в общежитии технологического института, в общежитии его жена работала преподаватель. Брали по бутылке кефира, по несколько пирожков с ливером. Это в наше время модно было. Быстренько это все съедали и говорили о литературе. И он мне читал свои первые рассказы художественные. Он тогда еще как писатель был никто. Уже позднее, через несколько лет, он поехал на первый всероссийский, всесоюзный семинар молодых авторов. И там сразу же
произвел впечатление на наших маститых критиков, и тогда вошел в нашу уже литературу как талантливый молодой писатель. А у меня по-другому сложилась судьба, несмотря на то, что он мне даже, когда я работал в газете, и редакторы, и там прочие там люди говорили, что у меня что-то там получается интересное, а тем не менее я проработал там полгода, и меня пригласили на бюро крайкома комсомола утверждаться в качестве заведующего отделом газеты, но вдруг неожиданно первый секретарь сказал: вот мы тебя в качестве заведующего отделом не утверждаем, а мы тебя сейчас хотим утвердить в качестве заведующего сектором крайкома комсомола. Ты пишешь вроде неплохо, да, но ты попробуй сам, сделай то, о чем ты пишешь. Ты уже поучаешь, хотя еще сам молодой и не так много, наверное, сделал. А ты вот пойди и попробуй сделать так, как ты пишешь. Мне стало стыдно. И несмотря на то, что я мечтал очень заниматься журналистикой, с удовольствием я занимался, но поскольку мне стало стыдно на этом бюро, хотя я не хотел уходить из редакции, мне очень нравилась эта работа, я, честно говоря, втайне много лет мечтал заниматься журналистикой. Помню, ходил вокруг этих редакций, не знал, как предложить свои услуги, потому что еще в юности мне вот учитель сказала, что из меня может выйти какой-то там журналист. Я владею уже вроде бы каким-то определенным, но не мастерством, а способности какие-то проявлял еще в школьные годы. Вот. Но, тем не менее, пришлось согласиться. А Валентин остался работать в газете. И помню, на Новый год прислал мне такую открытку со стихами. Кстати, я вот не знаю, где у него публикованы стихи вообще какие или нет. К сожалению, об этом не знаю. Но вот он мне, судя по всему, он стихи все-таки писал тоже. Я его других стихов не слышал, а мне он такое написал. Можно прийти, можно уйти, даже не бросив, простите, но ты пойми, там впереди снова все та же обитель. Можно шубу с лисой купить, можно себя приподнять на 2 чина, но ты пойми, вон тот тупик, твоя ненаписанная картина. А ты бы мог, уже ли рок? Вот такие слова, если я все помню, вроде бы так. Но это он меня устыдил, что я предпочел журналистской работе, творческой, такую вот чиновничью, что ли, комсомольскую работу. Но, видимо, вот так судьба распорядилась. Валентин стал подниматься по ступенькам вверх, 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 а я по разным ступенькам прыгал по воле комсомола и партии аж до 65 лет. То есть судьба сложилась так, что мне не удавалось, хотя я всю жизнь мечтал заниматься журналистикой. Более того, я собирал материалы для прозы, где я работал, думаю, вот я когда-нибудь сяду и напишу повесть, напишу роман, материал, вот он, папки у меня, вот папка, ну, допустим, заврайно я работал, вот папка по народному образованию, вот я работал там в райкоме партии, вот по партийным делам у меня, потому что меня с одного места часто передвигали на другое, и вот у меня не хватало мужества, видимо, характера, чтобы отказаться от этих всех перемещений, уйти, может быть, как многие вот творческие личности, чтобы потом себя выразить, уходили в сторожа, и в кочегары. Вот у меня, видимо, такого мужества не нашлось во мне, и я продолжал выполнять волю моих, как говорится, руководителей. Но это же было престижно, на самом деле, в тот период времени, причем даже очень престижно, мне кажется. Я должен сказать так, я как-то престижа никогда не думал. Дело в том, что я сознательно, вот в свое время, когда я работал в крайкоме комсомола, мне предлагали переехать в Москву, но в качестве инструктора, не секретаря, но инструктора. Это было престижно. Я от этого отказался. Почему? Потому что я любил Сибирь, не хотел никуда. Потом мне предлагали на юг директором одного из лагерей, там же целый комплекс был, вот, Артек, директором лагеря туда, тоже было престижно, в Крым переехать. Я тоже отказался.
Я отказался еще от многих других должностей и переехал в Шушенское из крайкома комсомола. Собрал справки о состоянии дочери. И это помогло мне освободиться наконец-то от такой вот комсомольской работы в крайкоме. И я приехал в Шушенское, не пошел ни в какой ни в райком, исполком, а пришел к редактору газеты и сказал: у вас есть вакансии? Он мне сказал: есть. Но посмотрел мои документы, говорит: ты что, пойдешь на рядового журналиста? А ты знаешь, какой оклад? Я говорю: не знаю. 70 рублей. А я в крайкоме комсомола получал 240 рублей. И тем не менее, я приехал в Шушенское вот на эту рядовую должность сотрудника. С удовольствием стал ездить на фермы, общаться с людьми, с доярками, скотниками, с механизаторами, с руководителями хозяйств, со специалистами. Отлично я себя чувствовал, вот просто у меня душа пела, что я... Сейчас у меня также душа поет. Во, видишь, да. И я поэтому... Но мне дали там полгода всего поработать, и снова я написал там такую статью «Уважайте человека» и немножечко покритиковал там наше начальство районное. Я не знаю, или это было побудительным мотивом меня пригласить в райком партии и сказать: ну вот, ты там пишешь, ты вот пойди и создай, у нас плавают деньги, вот уже 3 года по краю никто не может открыть первую в крае спортивную детскую школу, сельскую. Вот тебе такое партийное поручение. Ну что, как я тоже опять же... Привыкли выполнять партийные задания. Я привыкла снова под козырек, с болью в душе, с таким расстройством. Но у меня был принцип: я переживал до тех пор, пока не брался за какое-то дело. А потом меня это дело поглощало, и дурная, я считаю, у меня всегда голова. Я всегда выдумывал идеи, меня посещали, а идеи эти надо было в первую очередь реализовывать самому. И я уходил в эти идеи и забывал о том, что я мечтал заниматься вот такой творческой, литературной, журналистской работой. И вот так это все продолжалось до 60 лет. И вот когда уже я работал, создал музей Ивана Ярыгина в селе Сизая на его родине, это был мой друг, мы с ним много лет дружили, меня попросили тоже, его друзья приехали, когда случилась трагедия, говорит: Юра, ты сам спортсмен, с Иваном дружил, в музее работал, у меня к этому времени был стаж музейной работы, я руководил Шушенским музеем 12 лет, 4 года в качестве зама по науке и 8 лет директора. Вот все это вместе мы подумали, как вот эти слагаемые, но правда они еще не знали, что я о том же Ярыгине собирал материал уже лет, наверное, 15-20, чтобы написать о нем книгу. И опять же, это мне вот, как я мог отказаться? И я снова поехал в эту Сизую, собрал материалы, открыл музей, 5 лет работал там директором. И только в 65 лет я понял, что мне все-таки надо какую-то часть своей жизни посвятить творческой работе литературной. Тем более, что я попал в больницу в период еще работы в музее, последний там год. И когда врачи мне сказали, что я могу в мир иной отправиться, я с ужасом подумал: думаю, боже мой, я какие-то там вирши писал, что-то там у меня планы какие-то были, я это ничего не успел оформить, хотя бы оставить на память своим детям, внукам какую-то книжоночку скромную. Я лихорадочно прямо в больнице, весь обвешанный какими-то тут этими всякими присосками, уколами на мне там были. Вот. Я стал писать. И вот это был такой период, я там 2 или 3 месяца лежал в этой больнице. Положение было действительно очень такое, почти критическое, но, видимо, благодаря тому, что я спортом был закаленный, я все-таки это все там выдержал и вернулся оттуда. У меня набралось приличное количество стихов, и я издал свою первую книжку в 2001 году.
будучи вот уже в очень солидном таком возрасте. И, кстати, меня вот Володя Балашов эту книжечку увидел где-то там в музее, ко мне приехал в музей, говорит: слушай, Юра, ты где, в каком литературном этом сообществе занимался? Я говорю: да нигде, ни в каком. Ну, у тебя вроде так что-то получается неплохо. Давай-ка ты к нам в Стрежень, литературное объединение Стрежень, город Саяногорск. Я же жил там в СИЗО. И вот он меня познакомил тогда с Генрихом Бацем. Это интересный очень человек. О нем очень многие знают у нас в Хакасии, его творчество. И вот так я стал членом этого литературного объединения. Ну как стал? Опять же, не успел я туда приехать. На второе или третье занятие поднимается Володя Балашов, Олесь Грек, и говорят: вот мы предлагаем Юрию Иванову, значит, там, ну, уже по отчеству меня там называли, избрать руководителем этого Стрежня. Снова у меня чиновничье мне долго, что такое. Я думал, ну вот наконец-то. Да, карма, точно. Я думаю, вот сейчас я уж позанимаюсь, вот никто мне не будет мешать, ничто не мешать. Позанимаюсь серьезно литературным трудом. Потому что пробелы очень серьезные. Что такое заниматься? Не надо тебе, Сережа, объяснять. Серьезность, заниматься профессионально. Надо же очень многое знать. Все идет, движется вперед. И эта наука очень тонкая, мудрая наука, литературное творчество. Именно что наука. Да, наука еще какая. Кроме таланта там очень многого надо еще обрести. А я, к сожалению, это по разным причинам не мог делать, благодаря этой своей чиновничьей карьере. Так вот, ну что ж, пришлось. И вот я 5 лет снова утром встаю, побрился, помылся, галстучек подправил, побежал по разным инстанциям решать проблемы. А поскольку у меня опыт уже чиновничий был, мне удалось, конечно, там очень много изменить в жизни нашего литературного объединения. А оно включало в себя и композиторов там самодеятельных, и художников, и прозаиков, и драматургов, и стихотворцев. И вот я очень активно этим делом 5 лет занимался. Ну и где-то в перерывах между... А там принцип какой? Вот я полдня бегаю по разным инстанциям, чтобы что-то пробить. Ну, в частности, вот я там, помню, организовывал конкурсы среди юных наших поэтов, талантливых, которые в школе учатся. Я организовал там для взрослых тоже. Надо мной так некоторые иронизировали, подшучивали. О, там в Хакасии, мы не помню, когда какие конкурсы. А ты тут придумал в городе. Подумаешь, кто тут у нас, какие тут великие писатели. А я-то понимал, что конкурс – это стимул для того, чтобы это какой-то всплеск, может быть, творческий, может быть, в наших местах. А там талантливые люди у нас были. Ну вот, за 5 лет я организовал таких 2 конкурса для юных наших талантов. Удалось даже выпустить, и, поскольку у нас в Стрежне там в основном аксакалы такие, как я, и постарше даже были, а я понимал, что надо молодежь привлекать. Собрали мы, я их назвал «Стреженята» наши, и организовал там для них тоже занятия. Выпустили мы первый сборник «Стреженята», так называется, в память. Я говорю, вот с чего вы начали, вот смотрите, и потом будем, как будем смотреть, как вы растете. И вот там издал свои книги, и сколько-то книг, и мои, поскольку у нас в составе Стрежни было 6 человек, членов Союза писателей России, и все полагали, что я тоже член Союза. И вот, да, потом выяснялось, что я не член Союза, но у меня уже было там соответствующее количество книг, прозы и стихов. Сколько? Ну, в тот период времени где-то 3 или 4 было, а там надо было по правилам 3. Но мне дали рекомендации члены Союза для вступления еще в 2006 году, но по разным причинам организационным меня приняли только в 2010 году члены Союза. Ну вот как-то так и пошло, и поехало, и я не считаю себя, конечно, каким-то маститым и талантливым стихотворцем, потому что понимаю, что надо было заниматься очень серьезно этой наукой и стихотворчеством с юных, как говорится, лет, как многие это делают.
Но тем не менее, вот несколько книг у меня вышло. В общей сложности сейчас уже где-то порядка 20 книг. Это я имею в виду публицистику, прозу и стихи. Ну, в общем, у вас есть то, что могут прочитать ваши дети и внуки, получается. Совершенно верно. Вот я в первую очередь, наверное, адресую свое творчество как автобиографию своим внукам, своим детям, своим, может быть, правнукам. Вот сейчас даже пишу воспоминания о своем довольно горьком, таком нищем, я бы сказал, очень тяжком детстве, потому что я пошел работать фактически с 6 лет. И вот с 6 лет я не помню ни одного такого лета, чтобы каникул этих, чтобы я отдыхал в каких-то там пионерлагерях, где-то еще там, вообще разная жизнь была. Вот все годы, начиная с 6 лет, вначале копновоз, потом там дометчиков, 13 лет мне учили стоговые вилы, и я плясал под этими навильниками, потому что селенок-то не так много было. Но не было мужчин после войны, и приходилось работать, а у нас вот та структура, где я работал, это типа совхоза было у нас, там очень много выращивали на мясо животных, я имею в виду молодняк коров, телок, быков, лошадей, и потом это все выращивали, и много требовалось сена, кормов очень много, поэтому мы все лето, с первая такая где-то сантиметров по 10 травка, мы начинали косить, и до поздней осени, когда трава уже как проволока жесткая, мы продолжали все эти заготовки. Вот по 3 месяца безвыездно, даже слишком, мы жили на заимках, полуголодные тоже, искусанные комарами, мошкой, всем этим гнусом, под солнцем. Ну вот такое было детство, такая юность. Я эту работу хорошо знаю. Да, но что важно, вот весь мой жизненный опыт, вот такой непростой, он как-то опосредованно, может быть, не напрямую, хотя где-то и напрямую, он сейчас вылился в мои стихи, мою прозу, мою публицистику. Вот скажите, сегодняшнее мероприятие каким-то образом с вами вплотную связано? Нет, имеется в виду, это не ваша идея, посадка деревьев? Моя идея посадка деревьев была в городе. В городе высадить такую аллею. Мы ее активно прорабатывали. Ну и как-то это все соединилось. И я уже сейчас не знаю, чей тут приоритет. Я думаю, что надо отдать должное нашим работникам Министерства культуры и, видимо, Дому литераторов. Как-то это вот так, идея вертелась, крутилась, и вот сейчас это реализовалось в том, что мы едем делать. И когда меня тоже попросили, что ты как-то отзовись на это вот каким-то словом, я сейчас могу в камеру даже зачитать то, что я хочу прочитать. Давайте. Мы едем в гости к Михаилу Еремеевичу. Я в определенном смысле, может быть, это какая-то мистика, может быть, это что-то большее, но поскольку я приверженец очень-очень древней веры ведической, для меня нет мертвых, для меня все живые, даже если они ушли сегодня, их нет на земле. Поэтому я и к Михаилу Еремеевичу обращаюсь как к живому. Народный наш, заслуженный поэт, твои словесные, духовные творения нам помогают в дни невзгод и бед, дают нам силу, смелость для побед, даруют дерзость, радость, крылья, вдохновение. Прими, поэт, наш старший друг и брат, подарок скромный, хвойную аллею. Пусть маяками кедры здесь горят, и пусть сияет творчество заря для тех, кому темно, кто ищет путь светлее. Поэт, пусть вечная твоя душа в края, родные к людям, чаще прилетает, чтоб в кронах хвойных не спеша земными ароматами дышать и зрить
как новые таланты здесь взрастают. Поэт, ты был и есть достойный сын земли хакасской, древнего народа, и ты по-прежнему читателем любим. Сияешь ты одной из солнечных вершин, и не затмят ее ни тучи и ни годы. Ну, спасибо за беседу, за то, что вы отозвались на... Ну так, немножко. Да. Я экспромты вообще-то не очень люблю, не очень я находчивый, но что-то маленько так пролялякал. Ну, надеюсь, ваши дети, внуки будут смотреть это видео.